едем это. Что мы будем показывать? Что мы там будем готовить? Расскажи людям, людечкам. Торт. Торт, да? Да. Кис, у кого рождение? А мы, девочки, едем на обзор. Значит, меня попросили прорекламировать, значит, одна такая компания. Вот, там для всех тех, кто любит пекти торты, пироги, пирожные разные, все такое. А у меня у супруга двоюродная сестра, она как раз, Жанета, она как раз этим занимается, печет, все это делает. В общем, мы сейчас вам все покажем, мастер-класс. Просто у меня реально нет времени этим Кис, заняться. что они привезли? Цемент привезли. Какой ты? Вахал. Кис, какой? И мы, друзья, я, конечно, Вот, подожди, мам. давай мы людям объясним, потом будешь. Мы, конечно, могли это все сделать дома, показать, но она здесь рядом живет с нами. Кстати, она тоже печет торты на продажу. Кто? Жанета, Какая? ну, которая мы сейчас едем, дети наши. Она печет торты на заказ. У нас? Она печет торты на заказ, девочки. Я у нее заказывала торт не один раз и на Уразу, на Курбан-Байрам. Отлично печет торты. Это касается в основном тех, кто живет в Веденский район. Ну, я понимаю, что с города за тортом не приедут, но все ж таки у Жанеты золотые ручки. Она печет просто супер. Такой красивый тортик. Мне особенно запомнился на Курбан-Байрам. Такой зеленый. Он был зеленый полностью, и на нем барашек лежал. Ну, в общем, очень красиво, так со вкусом было сделано. Просто, девочки, у меня сейчас заказы, эти платья, посуда, мне просто некогда этим заняться. А она занимается этим делом, и просто мы с ней вместе покажем вам наш мастер-класс. Я оставлю ссылочку. У них огромный магазин, кстати, с рекламой я тоже к ним поеду. Покажу все, что есть в магазине, вся их продукция, правда, для девушек, женщин, кто занимается именно вот этим всем. Торты, пироги различные, там все такое, там столько красоты, что это и кушать даже жалко. Но все очень красивое, да, оформление красивое. Сейчас 21 век, мы все заказываем тортики, все печем, хотим красиво все оформить, правильно? Поэтому я оставлю ссылочку и продолжение следует. Софишка, что мы будем готовить? Расскажи. Вот тут у мамы бабка. Обожглась маслом, да? Ты же там до дети поедешь, что будешь готовить? Тортик? Да. Я же дети. Да. Ой. Ты чита. А зачем? Кис, как надо тортик готовить? А мы сейчас с Жанетой приготовим. Я потом увижу, как? Конечно же ведь. Куда он? Пони, да, лошадки? Да? Куда они? Куда? Куда они побежали? Бежали. Почему? Не знаю. Мы приехали. Ничего нет. Все, мы подъезжаем к Жанете. Это родственница наша. Сейчас мы с ней сделаем все, что надо. Кис, она тут живет? Нет, чуть-чуть дальше живет. Ну да. Может это? Али не может? Али не может. Али не может? Дара. Останови! Машину. Останови. Друзья, ну все. Мы приехали к Жанете. Это моего супруга родственница. София уже встретилась со своими друзьями. Софишка, ляг! Айвала мокус. Сюда смотри. Ты же не должна баловаться, ты же в гостях. Ты же должна вести себя культурно, правильно? С детками. Это деткам пейте, кушайте там все, что есть, это шуньяню. Вместе. Вот сольел шхаз дать. Посмотрите, как уже нет, и красиво, уютно. Я тоже бы хотела такие витражи, но меня не услышали в мое время, сделали немножко по-другому. Но у меня и места не столько много. Было бы места много, конечно,
Мечта у меня была такая, вот, и вот такие зеркала я очень хотела бы сделать у себя дома. Но может еще получится у меня там на кухне или в гостиной я хотела сделать. В общем, чего хазаш, бу инзере, да, вот я беркте очень красиво, я тоже постараюсь. На кухне у меня тоже будет такой пол, я все такое хочу. Это очень красиво смотрится, вообще. Женя, чего хазена, что дал я беркте что не слышно, да, вообще инзере хазду. Что еще надо? Иметь такой дом и просто поддерживать в нем порядок, хотя это нелегко. Одни эти витражи помыть, вымывать, натирать, чтобы блестели, это очень много труда. Но Жанета у нас молодец, она не ищет легких путей, да, Жанета? Кстати, девочки, Жанета тоже печет торты на заказ, поэтому жителям Веденского района и вообще, ну, я понимаю, с Грозного не придет, а может, мало ли кто захочет. Жанета печет очень вкусные торты, у нее есть свой Инстаграм, да? Есть? Поэтому вы можете заказать, она вам спечет на ваш вкус, там с разной рисунками, какими вы хотите, там надписями, день рождения, Ураза Байрам, Курбан Байрам, ну, в общем, все, что вы пожелаете. Друзья, ну вот смотрите, вчера компания FarmTime, которая занимается продажей инструментов, значит, для кондитеров прислала бокс инструментов для приготовления кондитерских шедевров. Сейчас мы с вами распакуем и узнаем, что там внутри. Кстати, еще перед тем, как распаковать, я хотела бы вам сказать, если вы хотите получить такой же, то сейчас как раз проходит у них розыгрыш. Там у них 5 точно таких боксов. Для того, чтобы их получить, вам там необходимо перейти по ссылке в описании этого ролика в их Instagram farmtime95 и сделать несколько простых действий. Первое. Подписаться на этот аккаунт. Второе. Поставить лайк публикации с розыгрышем. Третье. Оставить один комментарий под этой публикацией. И последнее. Четвертое. Сделать репост данного поста. Вот. Значит, я еще раз повторю. Это первое. Подписаться на этот аккаунт. Второе. Поставить лайк публикации с розыгрышем. Третье. Оставить один комментарий под этой публикацией. И последнее. Четвертое. Сделать репост данного поста к себе в Инстаграм и отметить компанию FarmTime95. Огромный магазин компании. Кстати, я скоро поеду в этот магазин с рекламой и покажу все, что там, сколько там разной красоты. Но вы зайдете на их страничку, вы сами все увидите. FarmTime находится в город Грозный, улица Назарбаева, 170. У них самый большой выбор кондитерских инструментов. Ну и перейдем к распаковке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Открываем нашу упаковочку, посмотрим, что внутри. Очень интересно. Жанета у нас мастер, она мне поможет, расскажет, что и с чем едят, потому что киса в этом немножко далека. Жанет, Витягин, что это? Так, у нас тут много красоты. Посыпочки вкусные, разные. Вот такие посыпки я использую для детских тортов. Сегодня. Угу. Такие посыпки я использую для детских тортов. Они очень детям нравятся, такие радужные, яркие цвета. Так, что у нас еще? Вот такие тоже для детских тортов. Какие красивые. Они в форме бантиков. Давайте покажем, да, пускай посмотрят. Девочки, кто занимается, возможно, захотят заказать. На руку чуть выше. Умада царем. У нас руки чистые. Вот такие. Ой, как обрадуются детки. Да. Они очень любят такие. Приготовишь тортик с этой посыпочкой. Да. Так, дальше что вот у нас там? У нас белые бусинки. Они очень богато смотрятся на торте. Тоже как посыпается, жемчуг. да, торт? Да, обычно, когда делаешь двухъярусные, трехъярусные торты, соединение двух ярусов, этих двух ярусов, украшая этими бусинками, очень богато смотрится. Да. И черненькие, это тоже, да? Черные тоже на белом торте очень богато смотрится. В основном для мужских тортов я использую черные. Вот так покладем красиво, чтобы это было видно. Потом в конце покажем.
То есть, девчонки, кто этим занимается, просто мне, правда, и некогда, девочки. Вы знаете мой Смотри, график. какие цвета у этих Вау, бусинок. как Смотри, жемчуг, да, да. прям как красиво смотрится. Для девушки торта, для... Это для тоже посыпка торта, сверху да, на торт, да? посыпка. Очень красиво. Из них даже, знаешь, можно сделать, бывает, что у нас формочки разные, мы делаем ракушку и их посыпать туда, как бы ракушка с жемчугами. Ага, я Или представляю. такие сундучки делаем, там тоже такие. Очень красиво смотрится. Очень красиво, да. И кушать даже жалко. Да. Уж пускай Это оставят всё плиточку, потом. съедобное. Это все съедобно. София, кстати, хотела это уже кушать. Я говорю, обалдела, подожди. Такая упаковка красивая вообще. Так пахнет все. Как это все пахнет? Ой, Жанита, это что за Это красота? тоже посыпка. Очень Мелкозёл, красивая. а как красиво. И кушать жалко. Это же все съедобное, Да, правильно? Да, все съедобное. Такой цвет насыщенный у них. Ну вот, будешь пекти тортики своим деткам на Такие радость. посыпки очень вид придают торту. Очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Посмотрите, какая красота. А это лепесточки, да? Лепестки, да, съедобные лепесточки. Тут еще у нас насадка была, смотрела, это закрытая Кис, ты звезда. красиво делаешь. Тихо, Из не этой мешайте. звездой такие цветочки в форме А делаем. как эта система делается? В пакет насыпаешь Да, пакет, это да? надо в пакет, тут пакетика нету. Ну, можно любой Крем пакет кладешь, домашний, да. И выдавливаешь, такой узор бывает красивый. Ее надо, когда с одной стороны это открытая звезда получается, а вправо этот Как узор будто в закрытом виде, как да? закрытый Ага, получается. классно. Жанет, а вот про лепесточки ты не сказала. Это как украшается? Тоже сверху? Да, я хотела это объяснить. Вот это Цветочки делаешь и по цветочки краям делаешь, лепестки, и да? по краям лепестки. Тоже очень. Очень. Не сложно делать, но Кис, дай вид придает. попробую. Секунда. Эту насадку мы чаще всего используем для открытых тортов, как бы сказать, которые вокруг крема не наносим. Просто мы просто мажем, да? Нет, мы просто как бы шарики круглые выдавливаем между каждым бисквитом. Крем шариками выдавливаем и кладем сверху бисквит. И как бы открытый торт получается. Ой, какая красота. Какая красота, девочки. Кто этим занимается, кто печет, какой большой выбор. Кстати, у них на страничке вы можете посмотреть, у них там большой выбор. А это что? Ну, это лопаточка. Самая нужная вещь для кондитеров, даже в кухне. Аккуратно, не размазывая, крем наносится. То есть, когда ты коржи сложила, все уже готово, наложила крема и неаккуратно выравниваешь торт, да? Он становится еще гладким. с этой насадкой в мешок вставляешь эту насадку, крем выдавливаешь и сверху с этой лопаточкой выравниваешь. Ага, Очень окей. удобно. Понятно. Еще у нас тут 3 подложки. Очень хорошего качества подложки, толстые. То, что надо, даже размеры как подобраны для трехъярусного торта. Ну, Жанета у нас спец в этих делах, она это все поняла сразу. Очень идеально будет смотреться трехъярусный торт с этими подложками. А вот это можно именно для трехъярусного или можно просто делать Можно разные и по торты? отдельности можно, для маленького. У Ага. меня сразу ассоциировалось это понятие Трехъярусный торт. Ну, ты как специалист, да, ты как специалист, ты сразу увидела, что там можно сделать. Большой торт на этом. Ореховый, например, мой любимый. Можно. Да, на кстати, этой Жанет, подложке. поделись, пожалуйста, своим любимым тортом. И почему он в вашей семье любимый? Наш любимый шоколадными бисквитами, шоколадный влажный бисквит. Сверху мы всегда орехами посыпаем. У нас в семье не любят такими. С кремами С много. кремами, И я не да. люблю. Мне больше нравятся такие, да. С сухофруктами.
Ну, так, мы для себя так. А тяжело готовится такой торт? Да нет, в принципе, разницы нету. А это Ну, какие продукты? украшениями Продукты там надо какие вот возиться. можешь? На такой торт что нужно, чтобы было? Что в составе на такой торт? Что может быть? На такой торт. Бисквит, например, я делаю, это шоколадно-влажный бисквит. Там используется и молоко, и он несложный, вкусный, и в конце добавляется кипяток туда. Из-за этого он бывает очень влажным и вкусным. Его даже без ничего просто съесть с чаем. Ну, понятно. Жанет, и последний Да. вопрос к тебе еще. Я бисквит особо орех не добавляю, я просто слои всего. А вот я люблю торт ореховый. Мне нравится, где орешки. Но еще такой вопрос. Вот смотри, Жанет, из того, что вот сейчас есть, ты вот своими глазами видишь, что бы ты могла делать? Для каких тортов ты могла бы это использовать в украшении? Вот что для детского торта, что для праздничного какого-то, или вот что ты видишь, что бы ты могла с этого сделать? Может, у тебя что-то свое еще есть? Ну, вообще добавить, к чему бы ты могла? Для детского, к примеру, к возрасту детям софишки, еще помладше, я бы использовала вот эти два посыпки. Дети в таком возрасте очень любят такие яркие Да, посыпки. и игрушки, там все такое. А вот эти посыпки я использовала бы для тортов, для мамы, например, и для молодых девушек. Не очень богато смотрится. Очень красиво, да. Как бы добавляет женственность. Ты сейчас думаешь о том, что брат скоро женится, ты тоже должна спечь им торт. И, пожалуйста, используй это, чтобы была как-то какая-то частичка и от меня тоже. Вот, к примеру, я как раз планирую на свадьбу 4-ярусный торт. О, хорошо. И где будет соединен 2 яруса, я буду этими жемчугами его обвести. Женя, aš jau valdīju arī, sabiedrka tam dēlā. Ты должна мне сказать, да. Sabiedrka там dēlā. Ну вот видите, у него скоро у брата свадьба, кстати, мы там будем, как говорится, я там был, мед, пиво пил, да, мы там будем обязательно, я вам все покажу, столы, блюда, как у нас свадьба проходит в домашних условиях, не все чеченские свадьбы в ресторанах, но там будет ничем не хуже, а возможно даже лучше. Это Жанетин родной брат женится. Поэтому Жанета тоже будет печь торт, и как раз ей вот эти вещички очень-очень пригодятся. Правильно? Да, Берг дала. Как раз таки. Я Вот. как раз таки думала, что мне эти жемчуги понадобятся. Они очень богато ведь продают. Ну, в общем, Спасибо тебе большое. и что тебе ты спасибо, пришла. ты тоже мне помогла, и тебе, Алия Исхил, Жанета, увидимся мы обязательно на свадьбе. Посмотрим на тортик, который Жанета спекла. Ты постарайся, Жанета, используй все свое обаяние, сделай торт как можно красивым, и мы все зрители будем любоваться. Девочки, мальчики, смотрят меня все. Ну, кстати, я еще закреплю ссылочку на их Инстаграм, у себя тоже я их отмечу. Вот их адрес, тут и телефоны указаны, если вдруг кто хочет заказать, магазин, адрес, телефоны, WhatsApp, здесь все указано. Все остальное, вся остальная информация укажу в описании и у себя в Инстаграме тоже. И, кстати, в ближайшее будущее я поеду к ним снимать именно их огромный магазин. Я покажу все, что там есть. Ну, на этом я буду заканчивать. Жанета, Одик Зудью, Амелдат, Хазнехсан, Хазати, она мне так помогла. Просто, девочка, я этими делами не занимаюсь. С выпечками со всеми я на «вы». Я не любитель, у меня нет. Ну, я могу пирожки, там, орешки пекти, какие-то пироги. Но вот на это у меня и терпения нет. Это украшения, все. У меня стремление в другом направлении. Я вот по продаже, продать, заказать, отправить. Соленья люблю разные делать. Но вот с тортами это не мое. Ну, не люблю я. Покушать люблю, но не готовить. В общем, Жанеточке большое спасибо. Вот такая красота у нее в доме вообще. Машалла, да, у тебя очень красивые комнаты. Ну, на этом все. Все остальное укажу в описании. Все. Что? Мы сейчас идем на мостик, на один красивый, посмотрим. Yes, мы там были. А? Там были мы.
Что вы делали? Играли. Игрались, да? Ты молодец? Ты любишь этих деток, да? Они же на свадьбу тоже приедут. Ты будешь в красивом платье, и девочка будет в красивом платье. Вы все будете принцессы. А вон она, девочка, стоит. И бабушка там будет. Бабушка Газан там будет. Пойдем мы на мостик посмотрим, Софишка. Такая. Иштари. Ясмина ушла. 10 минут. Ясмина! Варя, Бог богатый, хочешь садиться мне? Это его смотри, вот. Мой мальчик куда бежит? Софишка, а твоя дочка есть? Hayat, hayat. Их нет. Я не взяла кисть. Я взяла, я в сумочку положила, Софиш. Иштари олесо? Хайо, Софишка. Иштари вообще, маш. Иди туда. Иди туда. Ой, нет, дома и шлё. София, ты Тут и неотразим. мои там. Подождите, там мои шлёпки. Да, я занятка хозяина, еще молодец. Зи цветочки. Как я люблю цветы. Я тоже хочу, когда дом построим, и саметь во дворе посадить розы. Все. София! А я нас съела? Мы с тобой вышли. Ой, тут целый отряд. Девочки, это Цаведино. Ну, это с нами рядом. Ведено, Цаведино, это с нами рядом. Вот дети показывают, как они ходят в школу. Через мостик. Я уже выросла. Она же уже выросла, она же уже в школу ходит. Я маленькая. А ты пойдешь в садик, да, скоро? Там только качели есть, игрушки. А ты маленькая? 22-го мы туда заделаешь тебе. Куда ты бежишь? Там лес. Там лес, мы ж в лес и идем. А Мы же волки, волки должны жить в лесу. мы почему туда идем? Потому что. А мы найдем свой дом. Девочки, мост. Это мужчины с этого села, ну, тут рядом живут, сделали сами. Раньше плохая была дорога, И бежит, это упадет. а теперь такой мост хороший сделали. Представьте? А пахнет, как железная дорога. Как пахнет? Ой, как красиво. Ва, Жанета, сюда же цаюдон. Все квер. Не, мы дальше не пойдем, Софишка. Я прям боюсь, он так шатается хорошо. Ва, Дел. Как дети не боятся? Ну, дети каждый день ходят, да? Давай руку. Сюда можно и купаться приехать. Какое место хорошее. Давай руку, а мы пойдем. Ты не боишься, нет? Нет, давай. Ну, иди с детками, иди. Жанета, а он за счет чего держится вообще, укрепление, моется он? А, да я. А вот им в школу идти, туда нужно заходить, да? Да. И там наверху школа, да? С левой стороны поднимаемся. Ой, да я. А представь зимой, когда снег идет большой. Нет, там не бывает такого снега. Там высыпается. Да я. Хазмети гамю, хазнек. Смотрите, какой красивый. Сюда и купаться можно приехать. Такая чистая вода. Ой, чего хазду куза. Я даже не знала про это место. А идти реально страшно, друзья. Знаете, как страшно идти? Но я хочу этого страха испытать. Ой, как классно. Ва, машаллах. Дерес, хилца. Ну, у нас, знаете, считается, если
мост сделает, вот, ну, чтобы много людей пользовалось, особенно дети, это считается очень такое, ну, благое дело. Вон там семья и отдыхают люди. Мелхаздуала. Дукани аринё. Ну, год-два. 5 лет. А, давно уже, да? Ой, классно вообще. Детям тяжело было добираться, представьте, вот такой мост хороший сделали. Софишка, ляг! Софиш, пойдем, там папа нас ждет, у нас же рабочие работают, воишь маяц. София как будто здесь жила, идет свободно, а я боюсь. Вай, дайте повернуться. Машалла. Огромный он какой, видите, какой он огромный. И идешь, он прям плавает. Ну, реально страшно. Ой. Это ваш мужчина? Какое красивое платье, девочки. Можете заказывать. Я, кстати, на свадьбу собираюсь. Скоро к старшей нашей медсестре. Что-то мне вот такое платье нравится. До того оно красивое. Вот горошек. Очень красивое. Есть, даже 40 стоит тоже, они же фабричные товары. Ага. Ну, можно выбрать. А вот эти еще и размерчики. Зеленая, красная. Бывает, да? Ага, есть размеры. Вот такая холодом размер. Ажла. Внимательно смотри. Эти вот новинки привезли. В следующий раз я их привезу. Они разные цвета. Желтые. Вот такие вот синие, тигровые. Вот такие вот желтые. Бордовые есть они. Вот такие вот тигровые. Вот это все новинки. В следующий раз я привезу их. Ну, можете заказывать уже сейчас, в принципе. Вот такие вот бордовые. Это все вообще классно смотрится. Смотрите, какая красота. Вообще шикарно смотрится. И такой фасон есть. Вот такие симпатичные. Какая красота, да? Во двор поставить или под навес, когда вот во дворе построится дом, где-нибудь над домом, да, плиточка, как красиво будет, правда?
девочки, вот это привезли новинки, я как бы их еще не продавала, да. Вы посмотрите, если кому надо, то без проблем. Они вот и желтые есть, и такие вот они на подтяжке, зеленые, синие. Очень красиво смотрятся они, очень. Просто супер. Красота такая, тигровый вот этот оттенок. Также есть вот такие вот молодежные тоже, видите они? Вот тут их привезли, огромный завоз. Огромные размеры тоже есть. Смотрится это очень красиво. Вот это тигровое все. И синие, и красные, зеленые, бордовые, желтые. Вот такой классный материал. Вот такой вот материал Gucci. В общем, каких только расцветок нет. Это новый завоз на оптовой базе. Их только-только привезли, еще их сейчас будет по пакетам упаковывать, их все это будет. Сейчас тут специальный цех есть, в который их относят. Это только-только вот привезли. Все это новинки, девчонки. Качество очень хорошее. Совершенно. Ни ниток нигде не висит. Посмотрите, пошито очень аккуратно, хорошо. Вот эти платья все вот тигровые, все будет в наличии. Цвета, вот, например, вот это 50 размер. Ну, разные они расцветки. Только-только вот привезли. Смотрите, сколько расцветок разных. Вот ваши готовы. Все, забирайте свои. Давайте, вам всего хорошего. Да. Для овощей. Такие кастрюли. Сковородки, смотрите, какие. Маленькие. Термосы очень удобные. Если в больницу там пойти или куда-то ехать, сохраняет тепло. Очень хорошая, супер. Ведра для овощей. Тоже хорошая вещь. Чайники турецкие. Какая красота. В месте дешевле не будут они? Если дешевле... 4700, 4600 минимальная цена. Можете пройтись посмотреть. Хлебница. Так, вставляешь хлеб сюда, турецкая. И на кухонной, да, кухонной. Да, все на турецкий. Большую, что ли? Это тоже, да, такая? Хараю есть хлебниц. Это нижняя тоже, да, хлебница? Квадратная. 1200 квадратная. Нету, да, вообще? Место есть. Просто мне сейчас новичка нужно, пока я первый буду снимать, получать, просто мне отдавать нужно. Вот турецкие наборы. 9. 9 получается, 2 по 4. Красота какая, да? Чаек пить. 5, 6, 7, Такие 8, кружки. 9. Отдельно это продается. На подарок там можно. Черные. Вот такие белые.
телефон выключенный, Алла. Не звонила. Она со мной, если что, звони мне, если она тебе нужна. Церебешный, шесть еще, бабушка шагнула, шесть еще. На каком где заказ, да? Извините. Штуки по одной цене, это и лишно. Они же разные. Новинки тоже пришли платья. Хабардин сан, sen yiyet başıtı. Эти вот новинки привезли: зеленая, салатовая. Такие костюмы есть. Салатовые. Добавлю. Tak.
Kimseye şimet, kimseye. Ya kaldı maç yani. Yarat daha iyi. Kimseye ya. Malo. Ne? Вот такая вот есть. Вот такая. Ну, вам, к примеру, в размере каких цен? Потому что цены разные. Из светлых вон светлая есть. Ну, она как бы розовая. Беж идет. Да. Вот такие. Это на двухспалке, да? Это все двуспалки евро размеры. Вам на какую сумму вы хотя бы скажите примерно?